И это наш первый урок английского языка. Я хочу объяснить вам, что такое present simple. Present simple, запомните, это всегда что-то в общем, в целом. Например, я иду в университет. Ну, в целом, да, я иду в университет всегда, например. Либо я иду в университет каждый день, да. Например, I go to the university every day. I go to the university every day. То есть, я иду в университет каждый день. Это не означает, что я прямо сейчас иду. Запомните это. Present simple не означает, что ты прямо сейчас идешь. Это в целом. То есть, я иногда иду в кинотеатр. I sometimes go to cinema. Да, я иногда, sometimes. I sometimes go to the cinema. Cinema это кинотеатр. Every day означает каждый день. То есть я иду в университет каждый день. I go to university every day. Либо я работаю каждый день. I work every day. То есть работать это work. I work every day. Я работаю каждый день, да? Либо, например, какой вы чай пьете, да? Я в целом пью чай с молоком, да? Пить это drink, чай это tea, молоко это milk. Чай с молоком будет tea with milk. И тогда получается I drink tea with milk. То есть я пью молоко с чаем. Но это не означает, что ты прямо сейчас это пьешь. То есть вы должны это запомнить. Present simple это когда что-то в общем, что в целом. Например, I am Алгажан, да, то есть я Алгажан, это в целом, в общем. Либо мне 23, I am 23 years old. И так далее. Либо у меня есть братья, I have brothers. Хорошо? Возьмем глагол работать, да? Work. Я работаю, I work. Это в целом, да? А я в целом работаю, I work. Я работаю каждый день. I work every day. I work every day. То есть every day это каждый день. Теперь я скажу, я работаю иногда. I sometimes work. То есть я иногда работаю. I sometimes work. Я иногда работаю. Так. Также еще есть слово часто. Often. Often. Часто. Often. То есть я работаю часто. I often work. Я работаю часто. I often work. Либо слово никогда. Never. Never. Я никогда не работаю, да? В английском языке, когда вы говорите «я никогда не работаю», у них нету двойного отрицания. Они говорят «я никогда работаю». Хорошо? Логика. «Я никогда работаю» означает «я никогда не работаю». Окей? То есть I never work. I never work. Я никогда работаю, да? Я никогда не работаю означает. Дальше. Я всегда работаю. Всегда это always. Always. I always work. Я всегда работаю. I always work. Хорошо, хорошо. Теперь можно сказать ты, да? И преимущество английского языка в том, что здесь очень мало окончаний. То есть, когда мы говорим ты работаешь каждый день, глагол не меняется, как в русском языке. Например, мы говорим я работаю, а ты работаешь уже. Например, когда американец учит наш русский язык, ему трудно, да, потому что у него нету вот этот работаю, работаешь. Всегда чисто слово одно, да, work. Например, I work. И ты работаешь каждый день. You work. Либо в целом, да, ты не лентяй, ты работаешь. Да, либо ты не учишься, ты работаешь. You work. You work. Хорошо? Ты часто работаешь. You often work. Ты часто работаешь. You often work. Ты никогда не работаешь. You never work. You never work. То есть, это в целом что-то в общем, да, present simple. То есть, present настоящее, simple простое. Это не прямо сейчас, хорошо? В этом между разница есть. Это не прямо сейчас, а когда в целом. Дальше идем. Например, ты пьешь, да? Например, ты пьешь чай. You drink tea. Например, ты всегда пьешь чай, да? You always drink tea. Либо ты всегда пьешь пиво. Пиво это beer. Beer. You always drink beer. Ты всегда пьешь пиво. И так далее. Следующее. Мы. Это we. We. Хорошо? W-E. We. Мы. Мы работаем. То есть мы каждый день работаем. We work every day. То есть we work every day. Мы каждый день работаем. Можно сказать, мы всегда работаем. We always work. We always work.
Мы иногда работаем. We sometimes work. Мы часто работаем. We often work. Так, следующее. Они. They. Они. Они часто работают. They often work. Либо они часто не работают. Нет, они не работают, да? They never work. Они никогда не работают. They never work. Или можно сказать, они всегда работают. They always work. They always work. Хорошо? Есть только одна маленькая разница в он и она. Запомните, он, она и это, то есть третье лицо, всегда чуть-чуть по-другому пишется в настоящем времени. Например, если мы возьмем глагол work, в основном ко всем глаголам добавляется окончание s. Хорошо? S. То есть, например, он работает, он это he. Он работает будет he works. He works. То есть он работает. Вы можете спросить, у него есть работа, он вообще работает или учится? И вы скажете, он работает. He works. Другое дело можно сказать, он каждый день работает. He works every day. He works every day. Он всегда работает. He always work. А он часто работает. He often work. He often work. Теперь можно сказать, он иногда работает. He sometimes work. He sometimes work. Да, вот это иногда, sometimes. А теперь можно сказать, он никогда не работает. He never works. He never works. Хорошо, вот этот. Всегда окончание works. S, хорошо? Либо, например, если слово пить это drink, он всегда пьет чай. He always drinks tea. Да, то есть он пьет. He drinks. Вот этот S всегда будет. Только в слово идти, go, чуть-чуть изменяется, добавляется буква E и S, то есть he goes, хорошо, чуть-чуть, he goes, он идет в университет всегда, he always goes to university, он всегда работает, он всегда идет на работу, he always goes to work и так далее. Также идентично будет она, she, например, она работает, she works, она всегда работает, she always works. Она никогда не работает. She never works. Либо она часто работает. She often works. Она иногда работает. She sometimes works. Вот. Вот, ребят, это present simple. Все, что вам нужно понять, это то, что это общие вещи. То есть, когда вы что-то делаете иногда, когда вы делаете что-то часто, всегда, никогда, каждый день, время от времени, всегда используйте present simple. Но это в целом, да? Я работаю, я каждый день работаю. Но это не означает то, что я прямо сейчас работаю. Прямо сейчас это другое время, которое я объясню в следующем уроке. Present continuous, это другое, хорошо? На данный момент нам нужно усвоить то, что present simple это когда в общем и в целом, да? Также относится там я красивый, я устал, я хочу кушать, либо я голодный, мне столько-то лет. Это все означает present simple. Это все относится к present simple, то есть простому настоящему. Вот. Только что мы разобрали с вами в целом положительные, то есть утверждающие предложения, да, то есть я работаю, я не работаю, то есть я никогда не работаю, я часто работаю. Это в целом утверждение, да? Теперь вы знаете много утверждений, вы знаете самое главное правило, как это строится. Теперь вы можете взять любой глагол, например, кушать, eat. 3 буквы, да, E-A-T, eat. Например, я часто кушаю, I often eat. Я всегда кушаю, I always eat. Я никогда не кушаю, I never eat. Например, я никогда не ем мясо, I never eat meat. Meat это мясо, I never eat meat. Хорошо? Вы знаете правила, и вы можете вставлять новые глаголы, да, например, eat, кушать, drink, пить, например, работать, work, либо еще что-то, да, то есть, например, бегать, run, да, например, я часто бегаю, I often run и так далее. Теперь, почему я всегда в present simple вставляю такие слова, как всегда, часто, каждый день, иногда, потому что эти слова часто употребляемые, во-первых, и они очень нам необходимы при разговоре. И плюс нужно их выучить сразу, да, и они легко запоминаются. Я иногда работаю, I sometimes work. То есть у вас получается уже полноценное предложение. Я не учу типа I work, they work, we work, да, я работаю, они работают. Трудно понять, когда без контекста, да, без определенного. Я работаю, может это прямо сейчас, да, то есть тяжело понять.
А если скажем I sometimes work, я иногда работаю, то уже контекст понятен. Из-за этого такие слова, как sometimes, always, often, frequently, эти слова не изменяются во времени. Вот это хорошо. Например, я всегда работаю. Например, слово всегда, always. Вы можете сказать, я всегда работаю, I always work. Либо вы можете сказать, я всегда работал, I always worked. I always worked. Либо я всегда буду работать, I will always work. Да, то есть это всегда будет и в будущем, и в настоящем, и в прошедшем. И нету никаких изменений, да. То есть эти слова вы раз выучили и везде. Например, я иногда тренируюсь. I sometimes train. Да, to train, тренироваться. I sometimes train. Вы можете сказать, я иногда тренировался когда-то, да. I sometimes trained. Либо можно сказать, в будущем, там, через 2 недели я буду иногда тренироваться. I will sometimes train. Вот и все. То есть, вот эти слова я сразу даю, потому что они легко запоминаются, и они очень-очень нам нужны, потому что они часто употребляемые. И они не изменяются во времени. Вот что хорошо. Не нужно другие слова вставлять, да, в прошедшем, в будущем и в настоящем. Это одно слово. Дальше. Вы уже знаете в целом структуру утверждения, да. Можете взять любой глагол, например, строить, да, build, строить. Либо играть, play, да. И можете сказать, я часто играю, I often play. Либо я всегда играю, I always play. Либо я никогда не играю, I never play. И все. Вы уже знаете структуру, можете... Нужно какой-то глагол, гуглите его, ищите, вставляйте, и вот там структура, да, то есть вы уже знаете утверждение. Теперь, только будьте чуть-чуть повнимательнее с он, она, да, он, она и это, то есть всегда добавляем s, да, вот этот. Например, он играет, he plays, да, она играет, she plays, она иногда играет в футбол, she sometimes plays football, да, либо он иногда тренируется, he sometimes trains. Вот это S не забывайте. Всегда многие забывают, но вы не забывайте. Так, дальше. Теперь отрицание. Отрицание. То есть я не работаю, да? То есть сейчас я не работаю, например, да? Я не работаю, будет I don't work. Хорошо? Вот это don't. По идее, это сокращение от do not. Хорошо? Do not превращается в don't, когда мы быстро говорим. Из-за этого мы говорим, например, нет, я сейчас не работаю, я учусь, да? I don't work. I study, да, я учусь, I study. I don't work, I study. Либо вы можете сказать в целом, да, отрицание, да? Я не ем мясо, да? Это в целом, да? I don't eat meat, да? I don't eat, я не ем мясо. I don't eat, и дальше мясо, meat. Либо я не пью пиво, да? I don't drink beer, да? I don't drink beer. Вот это я не пью в целом, да? Вот это отрицание. Вот это don't, запомните. В основном только чуть-чуть. Опять специфически будет только он, она. То есть, например, он не работает, будет he doesn't work. Doesn't. Вот этот do not превращается в does not. Потому что вон она, мы всегда нуждаемся в s, да? И вот этот s буква уходит в do. То есть не будет, например, я не работаю, I don't work. А когда он не работает, будет he doesn't work. He doesn't work. И заметьте, когда мы говорим he doesn't work, уже когда он не работает, в work нету s, потому что вот этот s уже ушла в отрицание. Вы не говорите, пожалуйста, he doesn't works. Это неправильно. S добавляем только в утверждении, когда мы говорим, он работает, he works, она работает, she works. А когда говорим не работает, S уже уходит в do, да, то есть будет he doesn't work, she doesn't work. Например, она не ест пиццу, да, she doesn't eat pizza. Либо он не ест мороженое, he doesn't eat ice cream. Либо она не пьет алкоголь, she doesn't drink alcohol. She doesn't drink alcohol. Либо она не работает, she doesn't work. She doesn't work. Либо, да, вот. Вот это и есть отрицание. Например, ты не работаешь. You don't work. You don't work. Либо ты не учишься. You don't study. You don't study, да? Ты не учишься в университете. You don't study. Либо ты не тренируешься. You don't train. Либо например, мы не учимся. We don't study.
мы не учимся. We don't study. Либо мы не работаем. We don't work. Это, в целом, да? Мы не работаем. We don't work. В целом, да? У меня нет работы, у нас нет работы. We don't work. Либо мы не тренируемся. We don't train. Либо мы не пьем алкоголь. We don't drink alcohol. И так далее. Они будет тоже. Не путайте. Многие путают, если он и она вставляем s, либо в отрицании говорим doesn't, значит они тоже. Нет. Они, это всегда остаются как мы, я, ты, да, то есть I, you, we, they. Эти 4 всегда одинаково. То есть don't, например, они не кушают мясо. They don't eat meat. Либо они не работают. They don't work. А если он и она, будет doesn't. Например, он не работает, he doesn't work. Она не работает, she doesn't work. Вот, ребята, вот. Мы уже приближаемся к концу нашего урока. То есть вы уже знаете отрицание. То есть вы можете сказать, я работаю, I work. В целом, да, я всегда работаю, I always work. Вы можете сказать, я не работаю, я учусь. I don't work, I study, да. Дальше. Он и она, он работает, he works. Он не работает, he doesn't work. Дальше. Она ест пиццу. She eats pizza. Она не ест пиццу. She doesn't eat pizza. Вот и все, ребят. То есть у вас уже есть отрицание. Вы можете говорить, я не что-то делаю, либо я делаю. И самое последнее остался просто вопрос. Чтобы задать вопрос, в present simple нам нужен вспомогательный глагол вот этот do. Вот этот do. И вот этот do, например, поможет в этом do и does. Хорошо? Например, сначала скажите, ты работаешь. You work. Ты работаешь, да, в целом. You work. А если вставить do, то получится вопрос. Do you work? Ты работаешь в целом. Do you work? Либо ты учишься. Do you study? Либо ты ешь мясо. Do you eat meat? Либо ты ешь рыбу. Do you eat fish? Либо ты пьешь алкоголь. Do you drink alcohol? И так далее, да? Например, я тренируюсь. Do I train? Do I train? Да, я тренируюсь. Я работаю вообще. Do I work? Дальше мы работаем. Do we work? Да? Do we work? И так далее. Либо можно сказать, они работают. Do they work? Do they work? Они работают. Do they work? Дальше. Дальше. Он и она. Вот это does идет вперед. Например, он ест пиццу. Does he eat pizza? Does he eat pizza? Дальше. Она ест пиццу. Does she eat pizza? Либо он пьет алкоголь. Does he drink alcohol? Does he drink alcohol? Она пьет пиво. Да? Она употребляет алкоголь, да? Нет. Она ест мясо. Does she eat meat? Does she eat meat? Она работает. Does she work? Does she work? Она работает. Вот скажет, нет, она не работает. She doesn't work. А кто-то скажет, нет, она работает. She works. Она всегда работает. She always works. Да? Вот, ребят. Вот это и есть present simple. То есть вы уже умеете задавать вопросы. Просто вставляете do вперед, например. Ты работаешь? Do you work? Из-за этого популярный вопрос. Ты говоришь на английском? Do you speak English? Да, говорит слово speak, да? Do you speak English? Ты говоришь на английском? И так далее. Вот. Вы уже умеете составлять вопросы. Смотрите, вы умеете утверждать. Я работаю. I work. Ты работаешь. You work. Вы умеете говорить. Ты не работаешь. You don't work. You don't work. Ты не работаешь. А также вы умеете задавать вопрос. Do you work? Do you work? Да? Ты работаешь? Do you work? Но вот этот do, это все простые вопросы. Ты работаешь. Ты вообще играешь в футбол, да? Do you play football? Do you play football? Либо ты играешь в баскетбол? Do you play basketball? И так далее, да? А теперь специальный вопрос, это последнее, да? То есть перед вот этим приложением, например, ты работаешь, да, например, do you work? Ты работаешь? Do you work? Это вопрос, да? Do you work? Есть специальные такие вопросы, как что, где, когда, куда, как и так далее. Вот эти вопросы вам нужны. Что это what? Почему, зачем, why? Дальше куда, где, where? Дальше как это how? И когда это when? Да? То есть все начинаются с W, да? Например,
Еще who есть. Who, кто, да? Who. Например, что ты играешь? What do you play? Да? What do you play? Что ты играешь, да? В целом, во что ты играешь? What do you play? Либо можно спросить, почему ты играешь? Why do you play? Можно спросить, да? Why do you play? Почему ты играешь? Why do you play football, например, да? Why do you play football? Почему ты играешь в футбол? Ведь баскетбол круче, да? Why do you play football? Почему ты играешь в футбол? Либо почему ты работаешь? Why do you work? Почему ты работаешь? Ты студент, да? You are student. Ты студент. Почему ты работаешь? Why do you work? Why do you work? Либо где ты работаешь? Where do you work? Where do you work? Да? Либо как ты работаешь? How do you work? How do you work? То есть вот это и есть основные вопросы, да? То есть что, где, как, куда, когда и так далее. Например, где ты, либо когда ты работаешь? When do you work? Где ты работаешь? Where do you work? Как ты работаешь? How do you work? Запомните эти слова, вот и все. И дальше вставляете куда вам надо, да? Например, если вы хотите спросить, почему ты вообще ешь пиццу? Why do you eat pizza? Это же не очень, да? Why do you... Либо почему тебе нравится суши, да? Почему ты ешь суши, да? Why do you eat sushi? Why do you eat sushi, да? Вот, ребят, это была основа present simple. Я попытался дать вам основу, то есть именно с глаголами, с действиями. Я устал, я голоден, мне столько лет, это будет потом. Это все будет потом, на следующем уроке. Но прямо сейчас, present simple, это когда в общем, да? Когда, например, я работаю, I work. Я иногда работаю, I sometimes work. Либо он каждый день работает, he works every day, да? Вот. Теперь дальше. Слово не, да, с частичкой не работает. Я не работаю. I don't work, да. Либо я уже, вы знаете, don't, вы можете любое слово. Пить. I don't drink, например. Я не пью алкоголь. I don't drink alcohol, да. Я не тренируюсь. I don't train. Либо я не смотрю фильмы. I don't watch movies. I don't watch movies. И так далее, да. Дальше. Следующее. Чтобы задать вопрос. Do идет вперед, да. Например, do you work? Ты работаешь. Do you work? Они работают, do they work, либо ты вообще ешь мясо, do you eat meat, да, то есть у вас уже с do, да, если он, она, будет does, например, она работает, does she work, он работает, does he work, и так далее. Надеюсь, вам этот урок понравился, с вами был Алгажан, ваш учитель английского языка, и подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, делитесь с друзьями этим видео, пусть все знают английский язык, потому что я преподаю его бесплатно. До скорой встречи.